карьеру бешеную построил, у тебя столько бизнесов, у тебя все вроде, в принципе, в жизни есть, но нет самого главного. Ты не заметил, как выросли твои дети? У тебя нет этого счастья, у тебя нет этого спокойствия. Я от Владимира услышала только фразу, что такое счастье. Меня эта фраза, меня вот этот вопрос, что такое все-таки счастье. Потому что сколько бы я ни зарабатывала, меня ничего не радовало в этой жизни, понимаете? Я ж держалась только от того, что от пятницы до пятницы я знала, где я буду. Все, понимаете? Я всегда была в этой беговне. Я все время куда-то бежала. Я не знаю, от кого я бежала, куда я бежала. Я так бежала, что реально в 38 лет очнулась под кислородной маской. Понимаете? Вот это моя личная история. И когда мы сегодня видим, я просто благодарна, что у меня хватило ума дойти вот в этот зал. Для вас, новички, которые сегодня, может быть, впервые зашли в этот зал, действительно, как Ирина сказала, это не просто, Ирина Пак сказала, вот это точно были какие-то вопросы, случайности, не случайные. И когда ты проснулся и первое задал вопрос, ты же вроде бы все хорошо в этой жизни делаешь, ты живешь по принципу, поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали, тебе это в голову убивали, ты такой все время считал себя хорошим, правильным и так далее. Но в априори, когда ты вступаешь на путь предпринимательства, и тем более в крупном бизнесе, и сегодня мы понимаем, что приходилось очень много чего-то делать, то, что не нужно было делать, начиная от налогов и все остальное, потому что по-другому не выживешь. И куча было потому что. Почему я не видела семью? Почему у тебя сегодня нет здоровья? Почему ты проснулся, очнулся? Здесь куча потому что. Но для было одного. Зачем? И ради чего? Я вообще этого не знала и не понимала. Наступило утро, ты побежал. Наступил вечер, все, ты упал и пошло. И реально, я как всегда говорю, я вот из этой курицы выщипала все, что можно было. Бежала, добежала, понимаете? И слава Богу, что я говорю, благодарна себе, просыпаюсь с этой благодарностью, засыпаю прежде всего себе, что я нашла эти средства, время, не знаю, сложились все обстоятельства, что я зашла в такой зал. Я зашла в такой зал, где я могла увидеть зачем и ради чего. Как я могла это увидеть, когда дочка, я не хочу жить какой, а я по-другому не умела. Кто бы мне показал, а как можно? Это сейчас мы живем с вами в мире навигации, да, мы в мире, нам все мир показывает, в мире все есть. Нам создан копировальный аппарат, героизм уже не нужен. Возьмите и скопируйте, мир нам все показывает с вами. Скопируйте. И мы говорим о том, что мы строим сегодня предпринимательство, сотрудничество с компаниями, что это оригинал. Это оригинал, все остальное будет копией, как хорошая, так и не всегда хорошая, понимаете? Но копия, мы работаем с оригиналом с 1934 года, если что-то у нас начинался Нутрилайт, 90 лет. И нам все это показывает то же самое, что мы сегодня в телефонах забили точку и любого такси, и мы знаем, что мы туда приедем. Какую точку, кто бы мне забил, куда я приеду, куда я бежала, где бы я это могла увидеть, как я могла бы жить, если бы я не попала в этот зал. Все 3 дня мы с дочерью приехали на свой первый семинар, потому что когда я сказала, я по-другому не умею, поедем, ведь действительно пришло предложение, поедем разбираться, давай посмотрим, что за этим стоит. И когда Ирина сказала, когда есть уже вот намерение, у тебя все. Вот мозг только ищет решение, когда ты домой приходишь и к руководителю, когда ты в отпуск не ходил, там просто вот такая вот бежала уже такая дорожка, что не обсуждается, ее не остановить. Все, это был, наверное, последний шанс, что мне надо было куда-то уехать, посмотреть, и мы 3 дня с ней друг на друга посмотрим и плачем. Вот посмотрим и плачем. Действительно, знаете, моя гордыня, мое эго, оно с кожей слазило на этих семинарах. Потому что то, кем я была, когда я пришла в этот зал, маленько меня просто вселенная это остановила, да, потому что вот, когда ты просыпаешься в реанимации, по-другому это бы никак не произошло. Ты бы так и бежал, ты бы так и ломился. Но дальше-то вопрос, а зачем оставили? Да? А зачем оставили? И ты начинаешь слышать, ты начинаешь задавать вопросы, ты начинаешь читать какие-то книги уже другие, да? Ты как-то уже маленько остановился, ты маленько понял, что что-то, ты был на грани, и тебе дали еще шанс. И поэтому, конечно же, все, что приходило, я понимала, что когда мне рассказали маркетинг-план, я говорю, я в это не верю. Но
Когда я сказала, если это бизнес, для меня бизнес это равно деньги. Вот покажите деньги. Тогда мне мой спонсор Светлана Кузнецова действительно показала деньги. Платежки, побежала в банк, город маленький, говорю, действительно ли они получают эти деньги. И мне сказали, это же, конечно, конфиденциальная информация, но Amway деньги платит. Мне больше ничего не надо было. Я начала разбираться, понимать, что если деньги есть, значит равно бизнес. Поэтому, когда мы приехали на эти семинары, на первые семинары, действительно то, что происходило на семинарах, я первое, что я звонила супругу, что мне надо деньги скинь мне 30 тысяч рублей, мне надо купить 10 билетов, и больше никогда без тебя никуда не поеду. Это была первая реакция моя на семинаре, а вторая, я сидела и говорила себе, сама с собой я договаривалась на том семинаре, что я всем расскажу, что такое бизнес Amway. Это уже моя принципиальная позиция была. Я договаривалась с одним единственным человеком, с самим собой. И не надо было уговорить весь мир, не надо. Один единственный человек. И когда, знаете, понимаешь уже в плане того, что есть же законы, кармические законы жизни, ты начинаешь читать, ты начинаешь что-то изучать, понимать, и один из законов невозможно же забрать от мира больше, чем ты отдаешь. И вроде бы как ты думаешь, ну ты же много отдавал, ты же много помогал, почему уже так произошло? Но есть опять же второй закон, когда ты вселенной этого мира, ты либо растешь, либо погибаешь. Ты либо созидаешь, либо разрушаешь. И когда ты начинаешь это понимать, разбирать на молекулы, что если когда нам кажется, мы не делаем ничего плохого, типа мы же не разрушаем, но мы ничего не делаем хорошего. А в мире нет такого среднего, понимаете? Ты либо созидаешь, либо разрушаешь. И если ты не несешь что-то в этот мир, если ты действительно не помогаешь сегодня, не даешь, и мы уже, когда я сидела в этом зале, я почему-то на интуитивном уровне понимала, что ко мне пришла информация, которая обязана нести людям. Я обязана сказать им, что то, что у них в головах, это совсем другое, это другой мир, это университет бизнеса, университет жизни, университет для того, чтобы вырастить правильных детей. Я не знаю, я ничего еще в жизни не нашла, сколько я посещала бизнес-курсов, сколько мы учились, этих бизнес-тренеров, ничего лучшего я не нашла, ничего. И действительно, Володя Сакун сегодня сказал, это ценность вот наших семинаров и цена билета, это просто даже нельзя поставить никакого равенства перед этим. И когда мы платим эту цену, не понимая ценности, что даже одна фраза, я еду на эти семинары просто за одной фразой. И когда мне позвонили партнеры уже утром, что мы не улетели, да, что так получилось, и Севен подставил, 10 человек осталось, вот просто не дошли до самолета. И когда она мне уже дает решение, нам поменяли с детьми, а другие партнеры выехали за 4000 километров. За 4000 километров, зачем они сюда едут? Они уже были здесь, да, и понимают, что самое дорогое, они готовы были за одной фразой приехать, которая стоит, может быть, миллиарды, понимаете, миллионы. Я помню историю, когда всегда Олег Александрович рассказывает, что Владимир когда-то посоветовал, сказал, продай все, сдай в аренду, там, неважно, но один его совет, который сегодня дал другой уровень жизни Олегу Александровичу. Действительно, мы боимся иногда просто, что даже что-то, Володя, о нас вот трепетно мы. Каждый звонок, вы даже, Владимир, вы не представляете, у меня все, я вся дрожу, потому что внимание такого лидера, да, заслужить внимание, и к тебе звонят, да, и тебе быть просто в поле, понимаете, а если еще и в планах такого руководителя, я, конечно же, никогда не стану, как Владимир Поздняков, как сегодня Сергей хорошую тоже фразу сказал, но я иду за лидером, понимаете, я за лидером, я сотрудничаю с таким лидером, понимаете, который видит дальше, который знает дальше. Понимаете, вот это самое важное. Я все время всем своим партнерам говорю, я зубами в его пиджак вцепилась и никогда не отцеплюсь, понимаете? Это очень важно. У меня вот такое отношение, и я хочу, всегда говорила Володе, я хочу быть, чтобы он гордился мной. Я действительно продукт системы Diamond Alliance. Мои дети уже продукт
наших семинарах. Я горжусь своими детьми, да, и я хотела, чтобы вот точно так же Владимир когда-то гордился мной. Я ждала этого звонка, когда он просто мне может позвонить и сказать: Лена, привет, как я рад тебя слышать. Вы даже не представляете, скажите, какие деньги можно перевести вот этот звонок? Какие? Да никакие, это невозможно. И когда нам говорят, что сколько вы тут зарабатываете, мы будем говорить о деньгах. Да вы же видите по людям, которые выходят на эту сцену, сколько они зарабатывают, сколько платят сегодня, когда Неля сегодня про эту скрипочку рассказала. Я не представляю, действительно, у меня сейчас это будет ассоциация, я все время, ты хоть когда достанешь эту скрипочку, хоть где, ты всегда действительно будешь с деньгами. Я даже никогда не подумала, что такое можно вот провести ассоциацию к нашему предпринимательству. Причем я все время строила это параллельно, дорогие друзья. Я отстроила платиновый, рубиновый уровень параллельно, когда было 24/7 занята. Представляете? 24, хватило мозгов зайти в этот зал и не уйти из этого зала, понимаете? Хватило мозгов купить на следующий, сразу же на первом семинаре 10 билетов, потому что ты же, как работает это, ты доверяешь. Если ты сегодня не понимаешь, не находишься там, где бы ты хотел находиться, ты хотя бы доверься тем людям, которые сегодня на сцене. До веры, понимаете? Невозможно это прожить, если ты это то же самое не сделаешь. Причем наше предпринимательство риска 0. Я еще такого нигде не видела. Риск нулевой, понимаете? Где еще? Я проще в этой жизни ничего не нашла. Я много людей, которые проходят через нас, наши встречи и так далее. Говорю: иди, найди лучше, позови меня. Позови меня, приди, расскажи, найди, проще, лучше. Ничего еще не нашла. Ничего не нашла. То есть тот уровень, тот стиль жизни, то качество жизни, то качество отношений, то гармония, тот баланс, колесо баланса, о котором сказал мне когда-то Владимир, что счастье – это отсутствие страха. Отсутствие страха. И вот тогда-то я это начала понимать, что и как в традиционном бизнесе ты любого звонка боишься. Тебе позвонил звонок, и только плохие новостями. В любом традиционном бизнесе, как Володя нынче в Москве выступал и говорил: никто никогда не позвонит вам в традиционном бизнесе и скажет: слушайте, как у нас все хорошо, мы удвоили продажи и так далее. Нет, понимаете, ты сам, ты только один веришь в свою цель, только один веришь в свой бизнес. Все остальные, если хорошо говорю, что не мешают, так наблюдают, понимаете? Мы находимся в таком предпринимательстве, когда ты приехал, и ты каждое лицо как родное, как семья. Это вот невозможно тоже вот подкупить, сыграть. Это действительно такая искренность, такая вот то, что происходит в этих залах. Мы, наверное, еще больше бежим сюда, чтобы увидеть друг друга, прикоснуться друг к другу. Это действительно большим словом, как Володя Сокол сказал, семья. Семья, это дорогого стоит. Я вообще не знала, что такое семья. Я не знала, что такое семья. А сегодня я вижу ту семью Diamond Альянса, то, что происходит, то, что делает Наталья Витальевна Йена. Это действительно такая, нигде такого нет. Нигде нет. Наша система самая лучшая. Когда мы были в Дубае, мы гордились, когда объявили со сцены сотрудники компании, что Diamond Альянс, обучение признано лучшей системой обучения. Компания. Поэтому на самом деле, когда ты понимаешь о том, что один из законов, опять же, жизни, когда если ты сегодня будешь делать то, что ты всегда делал, но ты же и будешь получать то, что всегда получал. Но на самом деле ведь же все очень просто. Все очень просто. Насколько мы иногда бываем неадекватны, когда я с людьми говорю: мы же бежим, зарабатываем, в оконцовке ни денег, ни времени, ни здоровья. Ты же вроде бегал-то за деньгами, ты же 40 лет можешь пробегать в этой беговне, и нет ни времени, еще сколько к людям не пришла, ни у кого свободных денег вообще не лежит на полке, ни у кого, понимаете? Вроде парадокс, но тебе уже может быть и за 40, и за 50, а когда ты их заработаешь? Когда? Понимаете? Причем в этом процессе зарабатывания вроде денег мы даже не замечаем, как своих детей непонятно куда отдаем, да? Кто их воспитывает. И на самом деле я говорю, что мне повезло, что я все время привожу и все время на семинаре мои дети, потому что нет пророка в своем Отечестве. Дети не будут никогда делать то, что вы говорите. Никогда. Дети будут делать только то, что вы делаете.
Согласны? На самом деле, моя сейчас задача была научить детей жить без нас. Ведь это же тоже очень хорошая задача. Чаще же всего мы заставляем еще детей проживать дальше свои цели, мечты. Мы же пытаемся навязать то, что мы чего-то не доделали, чего-то не дожили. Да? Почему? Проблема-то всегда бывает отцов и детей только из-за этого. Я всегда хотела и мечтала, чтобы мои дети приходили ко мне не просто по необходимости, что надо маме позвонить, прибежать и так далее, а им было очень интересно с тобой. Им хотелось к тебе прибежать, им хотелось с тобой что-то обсуждать, им хотелось с тобой планировать, делать бизнесы. У нас сейчас есть предпринимательство, которое возглавил наш сын. Ему 30 лет, представляете, всего 30 лет. Он возглавил бизнес, и я горжусь, я действительно вижу, я смотрю, а мне хватает мозгов туда не лезть. Я видела, как дочь когда-то открывала бизнес, да, я там инвестировала, но мне хватило мозгов туда не полезть. А почему их хватило? Потому что пришел бизнес Amway, и я начала заниматься своей собственной жизнью, понимаете? А так бы я, естественно, туда везде залезла. Чем бы это закончилось, это же вообще непонятно. Мне страшно представить, если бы в мою жизнь не пришел бизнес Amway. Мне страшно это представить, дорогие мои. Поэтому на самом деле еще один из законов — быть всегда в потоке. Нигде нет такого. Нигде нет, только в таких залах. Вы действительно находитесь в потоке. Только в таких залах мы принимаем судьбоносные решения. Даже не представляете, что может сейчас происходить, и то, что в голове, и то, что происходит, то, что мы принимаем эти решения. Купить 1, 3, 5, 10 билетов — это самый главный актив. Самый главный актив. Сколько ты этому миру отдашь? Скольким людям ты сможешь сегодня помочь? Скольким не решить за них, как жить, не учить их, как жить, а скольким ты готов помочь, скольким ты готов людям прийти и дать возможность, которую дали мне, и как же я могу теперь сегодня не идти и не отдавать этому миру? Мне дали шанс. Мне реально дали шанс в этой жизни, поэтому я к этому очень трепетно отношусь. И когда мы говорим о том, что про свободу, часто молодежь же ищет хороших денег, свободу и так далее. Ведь свобода — это же на самом деле способность человека действительно хотеть то, чего он сам хочет. А как это увидеть? Я не знала действительно вообще, чего я хочу. Я еще до сих пор из себя все вытаскиваю. Вы даже не представляете, сколько здесь вот каши в голове, когда ты не можешь вот это вот до тонкости обрисовать, что ты вообще в этой жизни хочешь. Невозможно хотеть то, что не видел. Только в этих залах вот это начинает структурироваться, в этих залах начинается выкристаллизовываться что-то. В этих залах ты можешь хотя бы замечтать, хотя бы увидеть чуть дальше, благодаря спикерам, благодаря этому видению, благодаря видению Владимиру, нам всегда было, вот, нам настолько повезло. То, что сейчас весь мир даже начинает только говорить, мы уже давно сделали. Как мне понравилась Нина Николаевна Касьянова, нынче про нутрициологию мне сказала, там вопросы ей задала. Она говорит: вы понимаешь, Леночка, все только в России про нутрициологию начинают говорить, а Нутрилайт уже внуков нянчат. Понимаете? Вот эта фраза меня тоже вообще сразу, говорю, действительно, все только к этому прикасаются. Карл Ремберг, это давно все было настолько, вы даже не представляете, в каком мы сегодня предпринимательстве, где все за нас решили. Все абсолютно, настолько только есть возможность что-то изменить, возможность показать своим детям. И самое главное, конечно, мы деньги можем заработать здесь и сейчас, и может быть много денег пойти и заработать. Но так будет не всегда. А можно заработать навсегда и передать по наследству. Ведь такой модели в России вообще не было. Нигде никто. Все традиционные предприниматели, открывая бизнесы, всегда бы мечтали передать эти бизнесы по наследству, включить своих детей. Но что происходит, когда дети говорят, что мы не хотим иметь этот лошадиный бизнес иногда, правда же? А другого-то мы не знали, а другого-то мы не умели. Мы же не понимали, что предпринимать это не всегда преуспевать, потому что самое главное, что такое успех? Что такое успех, который я привезла эту фразу со Сколково в 2017 году? Это помогать людям раскрывать их истинный и подлинный потенциал. Это и есть истинный успех, это и есть наше свободное предпринимательство в сотрудничестве с компанией Amway. Спасибо вам и до новых встреч! Вау! Дорогие друзья, встречайте! Рубиновый предприниматель Amway из города Черенкова, Елена Шамова. Вот то, что вы сейчас испытываете, это и есть любовь.
помочь-то ей? Лена в своем выступлении